промыслов, предпромхозе, впоследствии Сахабов. Первые родовые общины образовались в 92-93 годах в Олом и Баракат в национальном эллинистическом наследии село Языка. В Видинском районе 14 пользователей. 11 из них имеют статус родовые общины. Охотничьи угодья закреплены на права аренды в соответствии с федеральным законом 49 о территориях традиционного природопользования коренных народов Сибири и Дальнего Востока, а также республики Саха-Якутия номер 370 2006 года о территориях тоже традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера и республики Саха-Якутия. Родовые общины являются юридическими лицами, действующими на основании устава, основным видом деятельности которых является охота. Но основным законом охоты – это хранение охотничьих ресурсов, а пользователями выдаются долгосрочные лицензии на добычу охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях и заключивших охотхозяйственное соглашение. С 2005 года началось интенсивное освоение и поиск нефтегазовых месторождений в Видинском районе. Так сложилось, что охотничьи угодья пользователей стали нефтегазовыми месторождениями. На территорию района пошли крупные недропользователи. На лицензионных участках началась интенсивная сейно-разведка. И в наших охотничьих угодьях каждые 50-100 метров прокладываются профиля, сводится лес, образуются вахтовые поселки, передвигается тяжелая самоходная техника. Ну и, конечно, хотелось бы обозначить наиболее часто встречающиеся нарушения. Это варварская валка леса самоходной техникой, со снятием плодородного слоя, без уборки лесопорубочных остатков, захламление лесных угодий охотничьих отходами бурения, бытовыми отходами и прочими отходами от вахтовых поселков, перекрытие рек и ручьев полотнинами из береговых насаждений, что приводит к образованию эрозии берегов. Отсутствие надлежащего контроля недропользователя за привлекаемыми подрядными организациями. Непредставление своевременной информации о намечающейся деятельности, затрагивающей территорию охотпользователей, как и заинтересованных третьих лиц. В итоге наблюдается измененное качество мест обитания животного мира. И как следствие, сокращение численности животных, являющихся объектами промысла, нарушается естественный путь миграции животных. Так, в примере родовой общины Чона, по основному показателю пошли за последние 4 года наблюдается уменьшение доходной части. Так, в 2015 году было 1 320 000, 2016 год 1 149 000, 2017 1 274 000 и 2018 год всего 1 000 000. Конечно, активное развитие нефтегазовой промышленности в районе, создание новых рабочих мест, привлечение местного населения в развивающую отрасль достойной зарплаты – это, безусловно, положительные моменты. Но есть безусловные ценности. Это чистый воздух, вода, лес с животными, которые хочется оставить нашим детям, нашу культуру и традиционный образ жизни. Поэтому от имени всех родовых общин Видинского района предлагаю следующее. Места намечаемой деятельности согласно закону Республики Саха-Якутия от 14 апреля 2010 года 820-З номер 537 об экономической перспективе местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера проводить обязательную этнологическую экспертизу. Первое, на своих населенных участках усилить контроль за их деятельностью привлекаемых подрядных организаций. Второе, в соответствии с изменением законодательства проводить лесокомпенсационные работы именно на тех участках, на которых взят древесина. Третье, усилить контроль надзорными органами совместно с общественным экологическим контролем за деятельностью недропользователей. Четвертое, заключить соглашение о взаимном сотрудничестве